Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Подписал закон о ратификации Республикой Узбекистан Нахичеванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Как генеральный секретарь Тюркского совета, я с большой гордостью и радостью заявляю, что ратификация Нахичеванского соглашения, которое учредило Совет сотрудничества тюркоязычных государств в 2009 году, была завершена Республикой Узбекистан 14 сентября текущего года. Это означает, что Республика Узбекистан станет полноправным членом Тюркского совета, сказал генсек Тюркского совета Багдат Амреев. По его словам, вступление Узбекистана в Тюркский совет придаст значительный импульс деятельности совета и расширяющемуся сотрудничеству между тюркоязычными странами и народами. Отмечается, что 15 октября в Баку на 7-м саммите Тюркского совета Узбекистан впервые будет участвовать как полноправный член Тюркского совета, представленный президентом Шавкатом Мирзиёевым. Тюркский совет, который был создан 3 октября 2009 года в Нахичеване, является международной межправительственной организацией, основой деятельности которой являются укрепление дружбы и добрососедства между тюркоязычными странами, сохранение мира, безопасности и взаимного доверия в регионе и мире. На данный момент в совет входят Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Sayın Başkan hoş bulduk. Hoş geldiniz. Atayurt'tan sizlere kucak dolusu selamlar getirdik. Keçiören birlikte biz Türk dünyamızı birleştiren bir köprü diye düşünüyoruz. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle mi? Size hoş geldiniz diyorum. Altaylardan, Tanrı Dağları'ndan, Turan illerinden Türk dünyasına hoş geldiniz diyoruz. Через передачу Мосдружбы глава муниципалитета района Кечиорен города Анкары Тургут Алтынок приветствовал родные земли Алтая и горы Алато и сказал:
Вы действительно создали сейчас между нами и кыргызскими братьями мост дружбы. Нам надо развивать патриотизм среди молодежи, рассказывать им о том, что у нас общие корни, культура, религия. Мы – братские народы. Еще раз повторяю, нас объединяют общие корни, общая культура, общие традиции и общая религия. Мы хотим объединить тюркский мир с точки зрения истории и языка, привнести свою культуру в мир. Крайне важно для нас не потерять свою историческую и культурную идентичность и связи. У наших народов, к счастью, гораздо больше одинакового и, как видим, единое более весомее. Нам надо объединяться духовно, на мировоззренческом уровне, а не через перекройку границ. Поэтому наша идея единства не несет никакой разрушительной силы. Но нам сегодня обязательно нужно объединяться. География тюркского мира очень огромная. Желательно бы всем тюркским народам ежегодно проводить День тюркской культуры и языка, чтобы молодое поколение, которое об этом не задумывалось, узнало, что у него так много братьев и сестер по всему миру и воодушевилось на созидательные свершения. Исмаил Гаспаралы сказал: «Единство в языке, мыслях и действиях». Он рассматривал всех тюрок-мусульман как одну нацию, или точнее основу для одной нации, формирование которой должно было стать результатом последовательной и системной работы национальной интеллигенции. Во время встречи с главой муниципалитета района Кичиарен города Анкары Тургут Алтунок сообщил, что скоро будет установлен бюст кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в одноименном парке ко дню рождения Айтматова в декабре и памятник Манасу на площади перед зданием и муниципалитетом Кичиарен. Будем проводить огромное количество мероприятий и приглашать группы из Кыргызстана на фестивали культуры, ежегодно проводимых муниципалитетом Кичиарен, а также выделим в Кичиарене помещение для национальной кыргызской кухни. Алтынок сообщил, что в настоящее время ведется работа по благоустройству этих парков. В ближайшие месяцы в Турции пройдут Дни культуры Кыргызстана и международный симпозиум, посвященный творчеству Чингиза Айтматова. Тургут Алтунок назвал Айтматова гордостью народов тюркского мира. Айтматов – океан культуры, перед которым преклоняются все. Такие выдающиеся личности не должны забываться, поэтому очень важно дать этому парку его имя. Далее Тургут Алтунок отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах между побратимами, муниципалитетом Кичиарен и Ленинским районом Бишкека и осуществить обмен визитами на уровне руководства указанных местных органов власти. Уважаемый Тургутбей, наверное, вы побывали во многих тюркских странах. Нет, не успел. А вот то, что не смог побывать, об известных личностях узнаю по литературе и знаю эти тюркские республики. Знаю Манаса, Исыкуль, Абая Кунанбаева, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова. Все про Азербайджан, Туркменистан. Если так посмотреть, то в Турции эти могучие известные имена даны улицам, паркам, мостам, поселкам и так далее. В данное время более тесные связи существуют между посольствами тюркоязычных стран. Часто проводим совместные мероприятия, фестивали, конгрессы, концерты. Под знаком братской дружбы и крепнущего единства всегда помогаем братьям и будем помогать. Я верю, братская дружба наша не закончится вовек. Еще в 30-е годы Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: «Придет день, Советская империя будет разрушена. У нас там есть братья и сестры по крови. Мы должны к этому быть готовы». Türk dünyasının bir koludur. Kırgızistan'la Türkiye ilişkileri barisinde nelerden bahsederdi? Şöyle tabii Kırgızistan Türk dünyasının kapısıdır yani. Başlar ve biter. Kazakistan ve Kırgızistan. Я считаю, Кыргызстану всегда открыты ворота тюркского мира. Развиваются двусторонние отношения между Турецкой Республикой и Республикой Кыргызстан, одной из стран, которая занимает ключевое положение в Средней Азии. На сегодняшний день отношения между Турцией и Кыргызстаном вышли на стратегический уровень. Отношения между двумя странами развиваются в сфере политики, экономики и торговли, военной сфере, культуре и образовании, сфере здравоохранения, а также сфере
связи и транспорта. Эти отношения основываются на солидной договорно-правовой базе, включающей более 200 соглашений и протоколов. Кроме того, мы, граждане Турции, понимаем разговор и на кыргызском, и на узбекском, и на казахском языках. Наши предки очень хорошо понимали друг друга и разговаривали без проблем. К сожалению, сегодня одним из способов развития и модификации языка является процесс заимствования иноязычных слов. Это явление вполне адекватное с точки зрения исторических фактов и эволюции языка. Многие иностранные слова, заимствованные турецким языком в далеком прошлом, прочно в нем адаптировались и укоренились. В современном кыргызском, казахском, турецком языке наблюдается особенное увеличение притока иностранных слов, в большей степени из русского, европейского и арабского языков, что связано прежде всего с активизировавшимися экономическими, политическими, культурными, общественными связями Турции с европейскими странами. Кыргызстан – это родина наших предков, это место, где родились мои предки. Дорогие мои братья и сестры, давайте развивать наш Кыргызстан. Наши возможности безграничны, нет ничего невозможного. Кыргызстан пока еще молодая страна. Мы потомки великого Манаса. Наши предки отдали свою жизнь ради свободы, ради независимости Кыргызстана. Давайте ценить это. Кыргызстан – богатая страна. В ней много различных полезных ископаемых, ее природа прекрасна, она расположена на благоприятных климатических поясах, и так можно продолжать до бесконечности. Аллах одарил всеми ресурсами, которыми можно восхищаться. Самое важное то, что мы, тюркские народы, должны сплотиться в трудные минуты. А когда мы дружны и сплочены, у нас появятся крылья, мы сможем взлететь на недосягаемые высоты. Так давайте осуществим нашу общую мечту. После распада СССР и образования ряда новых тюркских суверенных государств, Турция была одной из первых, кто признал независимость Кыргызстана в 1992 году, сразу после провозглашения Бишкеком суверенитета. Первым тогда на кыргызскую землю вступил тогдашний президент Турции Тургут Озал, объявивший Кыргызстан своим естественным союзником и подтвердившим готовность оказывать Бишкеку всестороннюю помощь. Здесь побывали также президенты Турции Сулейман Демирель, Ахмед Сезер, Реджеп Эрдоган, также заявившие стремление Анкары к установлению максимально тесных связей с Кыргызстаном. Укрепление связей с центральноазиатскими странами, с тюркской родословной, современное турецкое государство и его общество воспринимает как реализацию заветов первого турецкого президента Кемаля Ататюрка, завещавшего не забывать братьев Средней Азии. Насколько знаю, кыргызско-турецкие отношения имеют солидную договорно-правовую базу, которая состоит из более 100 соглашений, договоров и протоколов, регулирующих вопросы текущего и перспективного сотрудничества в различных сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной, военно-технической и так далее. Кыргызско-турецкие взаимосвязи берут свое начало со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами 24 декабря 1991 года, что стало возможным после знаменательного события, когда 18 декабря того же года Турция первой признала независимость Кыргызстана. Взаимоотношения Кыргызстана и Турции базируются на общности истории, культуры, языка и религии двух братских народов из большой семьи тюркского мира. Принципы двустороннего сотрудничества исходят из общепринятых норм международного права и взаимного учета национальных интересов, а также равенства и дружбы. В числе наиболее продвинутых сфер кыргызско-турецкого сотрудничества находятся культурно-гуманитарные и научно-образовательные связи. Обе страны выступают с общих позиций по вопросам совершенствования арсенала взаимодействия в плане совместного изучения и широкой пропаганды богатого историко-культурного наследия и современных достижений в области науки, образовательных и информационных технологий. Между крупными университетами обеих стран сложились вполне эффективные горизонтальные связи и развиваются плодотворное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специалистов, а также ведется широкий обмен информацией и опытом в области научных исследований. Bizim programın adı biliyorsunuz Dostluk Köprüsü'dür. Kırgız Devlet Televizyonu'nda yayınlanan bir program. Buradan Türk dünyasına neler seslenme isterdiniz? Mesajlarınız neler? Biraz önce söyledim. Yani Türk dünyası tabii
90 yılları Спасибо вам, что создали условия обратиться моим кыргызским братьям и сестрам. Наши двери в Турции всегда будут открыты для вас. Мы в любое время готовы встретить наших братьев гостеприимно и проводить. teknoloji, siyaset. Ama şunu söyleyeyim, yani Türk dünyası İsmail Gaspıran da söylediği gibi dilde, işte, fikirde birliği mutlaka sağlaması lazım. Bunun altının da doldurulması lazım. İşte birliği. Kırgızistan'a, kardeşlerimize selam olsun. Turan illere selam olsun. Teşekkür ediyorum.
Алматы исполнилось 1003 года. Праздничные гуляния в честь Дня города по традиции прошли в парке первого президента Казахстана. Аким Алматы Бакытжан Сагентаев поздравил горожан с Днем города. Современный Алматы – это стремительно растущий мегаполис, входящий в число 600 развитых городов мира, формирующих 2/3 мировой экономики. Почти через 20 лет здесь будут жить 3 миллиона человек. Нынешний год особенный. Сейчас мы вместе открываем новую эпоху в истории Алматы. В этом году по поручению Елбасы мы начали трансформацию городской среды, чтобы сделать город одним из лучших мегаполисов мира с высоким качеством жизни, сказал Бакытжан Сагентаев. Аким города напомнил, что в статье «7 граней Великой степи» Елбасы назвал Алматы одним из красивейших городов. Зайлийский Алатау подарил миру яблоки и тюльпаны, история происхождения которых имеет тысячелетнюю историю, сказал глава города. По его словам, современный Алматы стал колыбелью независимости страны и является сегодня самым динамично развивающимся мегаполисом, центром науки и образования, культуры и искусства. Он стал финансовым, туристическим и спортивным центром. Наш любимый Алматы – город молодости, талантов, красоты и добра. Это город, где сбываются мечты. От всего сердца желаю Алматы и жителям здоровья и процветания, пожелал Сагентаев. Аким отметил, что алматинцы должны иметь равные комфортные условия во всех частях города вне зависимости от места проживания. Мы этого добьемся, подчеркнул он. Напомним, сегодня горожане празднуют День города. Кроме того, уважаемым алматинцам были присвоены звания почетных граждан города. В их числе и экс-аким Баурджан Байбек. В парке первого президента проходит грандиозное празднование дня рождения Алматы, центральным событием которого стал традиционный фестиваль яблок «Алма-фест». Для гостей и жителей мегаполиса подготовлена насыщенная программа. Территория парка разделена на множество тематических участков. Для ценителей современного искусства под открытым небом подготовлена специальная зона. На ярмарке «Алма-базар» можно купить яблоки всех сортов. Здесь же раскинулась ярмарка ремесленников «Алма-мастер». Я рукоделием занимаюсь, я бегаем. Здравствуйте. Я делаю вот это ручное изделие, у меня вот шелк с войлоками, шарфы делаем, из войлока тапочки, вот в национальном стиле все. У нас ручное изделие все. Я приезжаю из Бишкека, вот, но я как бы и в казахском вот палате ремесленников член союзов. Я вот представляю и свои вот казахские, и кыргызские вот ручные изделия. Да, национальные вот изделия изучаю, делаю вот такие вот вещи вот красивые, ручные изделия. Но и мне нравятся свои работы вот в таком стиле работать. Как бы. Ну, конечно, вот, да. Я сама дизайнер вообще. По специальности, вот, художественную академию закончила. Вот и работаю, и профили своих. Конечно, я получаю удовольствие от своих работ. Это мне нравится, все по душе, работа моя. Да, я распространяю культуру вот своего народа. И вот и в казахском стиле делаем, и в кыргызском стиле. У нас большинство почти одинаковые, вот и эти вот ближе, вот культура похожа вот. Есть зона красоты и стиля «Алма Фэшн», для самых активных спортплощадка «Алма Драйв». Для тех, кто празднует семьей, будут интересны мастер-классы и развлечения в зоне «Алма от Бассе». Гостей ждет музыкальная концертная программа «Алма Ауен». Своими хитами порадуют известные исполнители отечественной эстрады. Различные аттракционы также работают и для маленьких детей. На территории парка можно угощаться различными сладостями и вкусными блюдами.
ягодами. Различные садовые хозяйства привезли 100 тысяч тонн яблок различных сортов. Добавим, ежегодно в День города парк первого президента посещают порядка 300 тысяч горожан. Азербайджан с его богатыми нефтяными и газовыми месторождениями издревле известен как страна огней. И это вовсе не случайно. Янардах – один из уникальных памятников истории, вызывающий восторг у всех, кто его повидал. В переводе с азербайджанского Янардах означает «горящая гора». Гора, конечно, небольшая, но действительно горит и самым настоящим огнем. Тут и там из-под земли вырываются языки пламени. Природный вечный огонь горит с древнейших времен на склоне холма в Азербайджане. Весь секрет в том, что недра земли всего Абшеронского полуострова и прилегающих к нему земель буквально пропитаны нефтью. А как известно, где нефть, там и природный газ, который просачивается через мельчайшие трещины наружу и воспламеняется на открытом воздухе. Эта уникальная достопримечательность пользуется большим интересом у гостей страны. Ежемесячный турпоток в Янардак увеличился до 23 тысяч человек. Это природное явление просто уникальное. Думаю, что это связано с тем, что Земля богата нефтью и газом. Эти природные компоненты балансируют друг друга, и в итоге Земля выдает такой восхитительный результат. Возгорание природного огня, как гласит легенда, произошло еще в древности и горит здесь уже тысячи лет. О пылающих холмах также сообщал итальянский путешественник Марко Поло. Территория горы Янардах охраняется государством как исторический заповедник. Здесь же под открытым небом можно увидеть интересные археологические находки, такие как каменный бубен Гавалдаш, каменные конусообразные печи Тендиры, резервуары для сбора и хранения дождевой воды. Döküldü
Сестер Рахиляму и Райхану поздравляют с днем рождения супруги, дети, родные и близкие. Желают им крепкого здоровья, успехов и благополучия. Желаем в радости купаться, чтоб не смолкал счастливый смех. Пускай вас сопровождают здоровье, радость и успех. Пусть каждый день ваш будет ярким, безмерно радуют друзья. Пусть не кончаются подарки, и рядом будет вся семья. Пожелания отправили из города Сулюкту Лилекского района Баткенской области.